мне все еще хочется ложиться в акции. Очень интересная тема. И я поэтому решил разобраться в ней до конца. Хотел бы у вас узнать, как, с чего начать, как торговать на фондовом рынке, во что инвестировать? Я думаю, чтобы начать торговать на фондовых рынках, в первую очередь нужно пройти какое-то базовое обучение. Более искушенные инвесторы направляют свой капитал на рынок ценных бумаг. Соберу грамотно портфель, изучу риски. Ну и самое важное, я буду проверять лицензии у брокеров. Потому что больше на этих мошенников я не попадусь. Здравствуйте, ужас. Это служба безопасности банка. С вашей картой пытаются совершить платеж. Назовите данные своей карты, чтобы мы могли убедиться, что это вы. Сегодня звонили, якобы из банка, и хотели узнать мои данные. Я подумал и понял, что это мошенник. Но вот что они могут сделать, я так и не понял. А я человек добрый, наивный, я себя знаю, меня вообще очень легко обмануть. Поэтому я решил узнать, какие бывают виды обмана, чтобы точно им не попасться. Меня зовут Олжас, и это шоу про то, как я обучаюсь финансовой грамотности. Я очень хочу узнать много нового и уверен, что у меня все получится. Финансовое мошенничество – это как бы обширный термин, да? Кто эти люди? Это обычные люди, которые имеют навыки мошенничества, умеют манипулировать людьми, также которые разбираются в технике, да, там в настоящее время интернет-мошенники, да, если про них говорить, это люди, которые и могут манипулировать людьми, и хорошо работают с техникой. А давайте составим вот такой вот портрет среднестатистического финансового мошенника. Вот на ваше усмотрение, мне кажется, вы их много видели. Портрет финансового мошенника. Мошенники, как вам сказать, они хорошо маскируются. То есть они всегда, когда обманывают, это одеваются очень хорошо, да, ведут себя очень интеллигентно, вежливые очень с людьми, стараются, обещают очень много. Это вот все финансовые мошенники. В основном мужчина, да, возраст сейчас даже от 18 лет до 35-40, даже до 50 лет. Большой возраст. Большой возраст, да. Это зависит от типа мошенничества. Есть мошенники, которые давно этим занимаются и уже достаточно опытные, которые зарабатывают. Есть молодые люди. Молодые люди в основном занимаются интернет-мошенничеством, потому что они разбираются в этом, правильно? Они разбираются в всяких сайтах, приложениях, сервисах онлайн. Да, поэтому вот так идет. В основном мужчины, и женщины бывают. Если процентное соотношение посмотреть, примерно, я вам точно не смогу сказать, такой анализ мы не делали. Да. Примерно 80/20, может, 20% женщин и 80% мужчин. К сожалению, на сегодняшний день существует очень много видов мошенничества. Но, как правило, информации, которая утекает в сеть из баз данных финансовых организаций и других компаний, недостаточно, чтобы украсть деньги без вашего ведома. Однако персональные данные в открытом доступе привлекают мошенников. Обманщики звонят и представляются сотрудниками банковской службы безопасности, присылают сообщения о блокировке карты, пишут вам по электронной почте, что вам положена компенсация, нужно лишь заплатить небольшую комиссию за ее перевод на ваш счет. А иногда даже стучатся в дверь и предлагают сдать анализ на коронавирус, потому что у соседей тест показал положительный результат. Чтобы украсть ваши деньги, мошенникам не нужно знать о вас все. Им достаточно реквизитов вашей карты, номер карты, имя и фамилия владельца, срок действия и CVV-код. Также код из СМС для подтверждения платежей и переводов на тех сайтах, где платежи нужно подтверждать с помощью такого кода. Интересно, а какими способами мошенники могут раздобыть вашу персональную информацию? Это получается звонки с СБ банков, мошенничество с использованием карт, да, банковских карт, с использованием фишинга, скимминга, кардинга и так далее. Шимминг, да, называется тоже использование. Это все относится к финансовому мошенничеству. Все, что, если так говорить, что мошенничество, оно всегда финансовое, правильно? Даже банальное мошенничество, оно финансовое. Поэтому
как бы говорить об этом можно много. Как вы думаете, или может вы просто в целом знаете, почему люди приходят вот к финансовому мошенничеству? По разным причинам приходит финансовое мошенничество. Кто-то от нехватки денег, кто-то от легких денег, да, ну, кто-то привык получать легкие деньги. В основном еще бывают, кто зависимые от игр, да, игромания называется. Да, букмекерских контор ставят там в казино и так далее. Очень часто такие попадаются, которые проиграли где-то и как-то пытаются возместить. Еще часто попадаются те люди, которые сами попались на мошенников. Это тоже сейчас тенденция такая идет. Уже сколько людей там мы ловим, да, они говорят, на такое же мошенничество они попались. Допустим, съем квартиры, да, попалась девочка, мы в тот раз поймали, она поймалась сама мошенником, хотела снять в Алмате квартиру, отправила задаток на Киви кошелек 15 тысяч тенге, и они пропали. На крыше объявление, все это видно, они пропали, объявление удалили, да. Потом она сидела и подумала, а почему бы мне не заняться таким же, да. Возьмем, к примеру, место действия – кафе или магазин. Первый вариант событий. Вы платите обычной банковской картой. Злоумышленником может оказаться работник сферы торговли и услуг. Официант, кассир или продавец, принимая для расчета вашу банковскую карту, может сфотографировать нужные данные, номер карты, срок действия, имя владельца и код на обратной стороне, а после расплатиться ей в интернете. Второй вариант. Допустим, работники все-таки добросовестные. Но случается так, что официант приносит вам терминал, вы расплачиваетесь, но тут официант говорит, что оплата не прошла и просит повторно ввести пин-код. Делая это, вы рискуете заплатить дважды. Еще вариант. Вы платите картой системы бесконтактной оплаты. Картами системы бесконтактной оплаты можно расплачиваться мгновенно, в одно касание, если ваш платеж не превышает определенный лимит. Пин-код при этом вводить не нужно. Злоумышленники могут похитить деньги с такой карты, прислонив считыватель или терминал к сумке. Тогда следует разобраться, какие еще виды мошенничества с вашими личными данными и финансами бывают. Очень много их видов финансового мошенничества. Допустим, это финансовые пирамиды, интернет-мошенничество, мошенничество с банковскими картами, кредитное мошенничество, потом обычное банальное мошенничество, да, то есть человек договаривается с человеком, либо даже берет в долг, да, деньги и пропадает, да, это тоже можно отнести к мошенничествам, да, к финансовым. Вот, допустим, рассмотрим ситуацию, да, вы заказали товар в интернете, какую-нибудь там технику, да, если после заказа они получили деньги на свою карточку, после этого они теряются, отключаются, вы не можете их найти там, достаточно долгое время, да, там, неделю-две, то это уже мошенничество. Да. А допустим, вы заказали, но вам пришел iPhone не того качества, которого вы желали, да, либо копия пришла, да, это уже надо разбираться в суде. Здесь тонкая такая грань, поэтому это на законодательном уровне так предусмотрено просто. Очень распространенный вариант – лжебанки. Это те мошеннические организации, которые в интернете выдают себя за банки. Они выманивают у людей деньги, якобы за банковские онлайн-услуги, и под разными предлогами заставляют наивных клиентов совершить несколько платежей. Также представьте, телефонный звонок раздается с неизвестного красивого номера. Вы вкладывали средства в пирамиду, потеряли 400 тысяч, банк готов выплатить вам компенсацию. Далее неразборчиво произносятся цифры и буквы, как бы обозначающие исходящий номер документа о компенсации. Человек, которому поступает такой звонок, не верит своему счастью, думая, что наконец-то разобрались, мошенников наказали, деньги вернут. Однако для улаживания всех формальностей необходимо заплатить комиссию. Всего-то 10%, и ваши потерянные деньги вы так никогда и не увидите, потому что счет, который вам присылает сотрудник банка, к банку не имеет никакого отношения. Еще одна схема, которую используют мошенники – СМС о блокировке банковской карты. Человеку, получившему такое сообщение, предлагают позвонить в банк по указанному номеру. На другом конце провода мошенники, представляясь работниками этого банка, пытаются выяснить данные банковской карты, включая пин-код. Разумеется, после разблокировки карты денег на ней уже не будет. А есть какая-то статистика финансового мошенничества?
Как часто это происходит? Статистика. Ну, допустим, мы занимаемся в основном интернет-мошенничествами. Наш отдел занимается только интернет-мошенничествами, киберпреступлением. Это все, что связано с техникой, то есть через компьютер, через сайты, OLX, крыша, маркет, да, там, с техникой все, что связано с высокими технологиями. Мы занимаемся такими мошенничествами. Поэтому по этой статистике я могу вам сказать, что более 1000 преступлений в год регистрируется, да, более 1000. Точную цифру я сейчас не могу сказать. В основном то, что я встречал, это вот игромания, зависимый, ловишь его, он говорит, я проиграл там букмекерку, я проиграл там. Либо говорят, я сам поймался таким мошенником, потом решил сам тоже заняться. И третий вид, это те люди, которые уже осмысленно идут на мошенничество как заработок, да? Некоторые просто от азарта идут, там, увидели, пару раз получилось, и дальше у них азарт играет. Чаще всего на уговоры мошенников попадаются пенсионеры, люди старшего возраста. Изощренность махинаторов порой достигает такого уровня, что на их удочку попадаются и критически мыслящие люди. Например, звонящий по телефону представляется адвокатом и называет фамилию из официального списка коллегии адвокатов города или области. Для большей убедительности будущим жертвам присылают качественно изготовленные копии постановлений, судебных решений, исполнительных листов и даже документов или служебных удостоверений. Если человек попадается на обман и перечисляет деньги, ему поступают новые требования выплат по различным дополнительным основаниям. Также не редкость, что мошенники создают целые сайты, полностью копирующие сайты популярных банков. Как же их распознать? Есть 4 основных параметра. Фиктивная лицензия, оригинальность которой можно проверить на сайте регулятора, сомнительные названия, плохой дизайн и полное отсутствие отчетности. Когда существует так много разных мошеннических видов и схем, то как можно защититься от них? Вам самому непосредственно звонить в банк и заблокировать. Это первый шаг. Да. И желательно узнать, были ли транзакции, то есть, допустим, в тот период. Допустим, вы потеряли в обед, вечером вы обнаружили, да, и звонить и узнавать, какие операции были вообще. Что они могут сделать? Ну, они могут также, вот как я говорил, зная номер карты, CVV-код, через всякие интернет-сервисы вывести это на баланс телефона, вывести это, то есть на другие платформы, да, также криптовалюту они могут купить, сейчас есть такие платформы. Потом, ну, до банального дохода, что можно там до 5000, вот эта бесконтактная оплата же есть, правильно? Зайти в заправку или куда-нибудь в магазин на 5000 купить, так купил, и дальше пойти по этим магазинам, по заправкам и по 5000 тратить. Да. Ну, обращаться это можно в 102, да, в полицию позвонить, пояснить ситуацию, что у вас случилось, они приедут к вам домой, отберут заявление, да, либо самому поехать в районное подразделение управления полиции по всем районам у нас есть. Допустим, вы живете в Алызовском районе, вы находились дома, когда вас там обманули, да, вы можете в управление Алызовской полиции. Либо можете к нам в департамент полиции приехать, тоже в письменном виде заявление написать и оставить там на рассмотрение. Это уже много путей. Чтобы не стать жертвами мошенников, будьте бдительны, проверяйте информацию. Мошенникам невыгодно, чтобы вы делали это, поэтому они могут говорить о секретной информации или о том, что вы должны принять решение прямо сейчас. Не поддавайтесь на провокации. Если вам звонят якобы из банка, то положите трубку и наберите горячую линию. Если вам предлагают деньги от имени какого-либо ведомства, позвоните туда и уточните информацию. Если вам сообщили о блокировке банковской карты, свяжитесь с банком, выпустившим вашу карту, и уточните эту информацию. Проверяйте оригинальность и безопасность веб-сайтов. Уточняйте лицензию любой организации, выдающей себя за официальное финансовое учреждение, на сайте регулятора. Прежде чем принять какое-либо решение, связанное с крупными для вас денежными расходами, посоветуйтесь с близкими, а еще лучше со специалистами. И во всех случаях, вызывающих подозрения, немедленно обращайтесь в полицию. Хорошо, что я решил поглубже изучить эту тему. Ну, кто такие мошенники, и так понятно было. А вот что может сделать неправильный человек, в руки которого попала моя карточка, вот это очень важно. Но я уже позвонил в банк и заблокировал свою карту. Завтра же буду новую получать. И изучать еще больше нового. Я вот недавно потерял свою карту и задумался.
Ну ладно, если они попадут в добрые руки. Окей. А если к мошенникам?